В эфире информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. На острие общественного интереса на этой неделе по-прежнему находилась тема распространения коронавируса в республике. Мы также следили за визитом представителей Минздрава России в Тхуарчал, прибывших в республику по делам, связанным с оснащением Центральной районной больницы. Получили информацию для размышления о перспективах собираемости налогов, а также наблюдали некоторые другие важные для республики события. Начнем с официальной хроники. Продолжается рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжаня в Российскую Федерацию. В Москве главу государства сопровождают вице-премьер, министр экономики Кристина Азган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Во вторник, 8 сентября, прошла встреча Аслана Бжаня с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Во встрече участвовал первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич. Стороны обсудили широкий круг абхазо-российского сотрудничества, в том числе реализацию инвестиционной программы и финансирование бюджетной системы. Премьер-министр Александр Анкваб и министр здравоохранения Тамас Сахнакия на этой неделе обсудили ситуацию по COVID-19. Премьер-министр обратил внимание на необходимость оперативного реагирования на тенденции заболеваемости, в том числе по группам риска. В соответствии с договоренностями с Минздравом России в Гудаутской ЦРБ, куда направляются стационарные больные, организована сменная работа российских специалистов для помощи абхазским медикам. Тяжело больные люди направляются в Дагомысскую больницу города Сочи. Существуют трудности с количественными возможностями лабораторного исследования заборов биоматериалов на COVID-19 из-за нехватки квалифицированных специалистов. Особую нагрузку испытывают медицинские работники в Гудаутской ЦРБ. С учетом числа выявленных больных, большого потока прибывающих на отдых граждан, началом учебного года повышаются риски распространения инфекции, считает премьер-министр. Александр Анкваб поручил министру здравоохранения подготовить материалы к заседанию республиканского штаба для оценки текущей ситуации и принятия адекватных мер. В связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом представители общественности Абхазии направили петицию президенту Аслану Бжане с просьбой ввести в республике ограничительные санитарно-эпидемиологические меры. Авторы петиции предложили запретить проведение массовых мероприятий в стране, ввести обязательную термометрию для всех въезжающих в республику, ввести карантин по отдельным классам и группам в школах и детских садах при выявлении там заболевших COVID-19, обязательный масочный режим в учреждениях и организациях, а также штраф за нарушение режима и другие меры. О том, почему группа представителей общественности вышла с этой инициативой и на какой отклик со стороны властей и общественности они рассчитывают, мы побеседовали с одним из авторов петиции, представителем гражданского общества республики Еленой Кувичко. Некоторое время назад группа общественности приняла петицию с обращением к властям Абхазии с тем, чтобы были предприняты какие-то меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в нашей республике. Алена, вы из числа тех, кто был автором этой петиции, могли бы вы рассказать, что сподвигло вашу группу на такой шаг? Да, конечно. Например, лично я с конца марта занимаюсь мониторингом ситуации, связанной с ковидом в Абхазии и по всему миру, да, включая ближних наших соседей. И если в Абхазии ситуация была достаточно оптимистична, да, до середины июля, да, практически до конца июля, и мы все расслабились, да, то есть несмотря на то, что были изначально очень жесткие меры принимались в апреле, мае, все расслабились, да, то есть ситуация была очень хорошая. И когда пошел рост, да, то есть получилось так, что с одной стороны понятно, что невозможно сидеть в карантине вечно, да, и с закрытыми границами, что это очень сильно подрывает экономику, и люди просто у них остается выбор: либо ты умираешь от голода, либо заболеваешь коронавирусом, но с возможностью, может быть, уцелеть, да, то есть большие шансы. И понятно было, что общество оказалось, во-первых, немножечко неподготовленное к тому, что пойдет такой резкий рост, да, потому что мы на самом деле уже подумали, что мы прошли, тем более все говорят, первая волна, все прошли, карантинные меры везде стали потихоньку сниматься, не только у нас, и в России тоже. И когда пошел такой резкий рост, и мы увидели, что ситуация очень быстро изменяется к худшему, да, то есть огромное число получается для Абхазии, это очень большой процент заболевших.
И мы видим, что принимаются, конечно, какие-то меры Министерства здравоохранения, да, то есть оперативный штаб что-то делает, главный санитарный врач постоянно выступает с какими-то призывами, поступили помощь в виде врачей, приехала, да, бригада врачей из Российской Федерации, но мы понимаем, что ситуация, несмотря на все вот эти, на все то, что происходит, да, принятые меры, она все равно ухудшается. Причем довольно резко и достигает уже критической отметки, да, то есть это видно, у нас маленькое общество, да, мы все друг друга хорошо знаем, в том числе мы знаем, что происходит в Гудаутском госпитале, да, то есть уже ты не просто как бы знаешь, что кто-то где-то заболел, да, по сводкам, там, неизвестный человек тебе в Гагре, там, или еще где-то, но ты уже знаешь этих людей, которые туда попадают, в этот госпиталь, обмениваются информацией, и ты понимаешь, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля, да, то есть мы понимаем, что с нашими возможностями медицины, да, и подготовкой к этой ситуации, то есть нужно предпринимать какие-то более жесткие, возможно, меры для того, чтобы эту ситуацию взять под контроль. Потому что мы поняли, что она вот-вот уже выйдет из-под контроля, потому что уже врачи обращаются, да, и большой процент заболевших среди врачей, одна больница за другой закрывается на карантин, другие общественные заведения. И стало понятно, что нужно призывать принять какие-то более решительные, возможно, меры для того, чтобы эту ситуацию остановить. Вот в вашей петиции предлагаются конкретные меры. Я бы хотела выяснить, с кем вы советовались, какие эксперты вам помогли составить вот такую достаточно, кстати, такую весомую петицию, весомые, скажем так, инструменты сдерживания вот этого распространения заболевания. Мы, как я уже сказала, наша группа вообще она работает с конца марта, да, то есть у нас страница идет в Facebook, идет телеграм-канал, то есть у нас есть врачи в группе, да, в том числе инфекционисты. Мы стараемся мониторить ситуацию, меры, которые принимаются в других странах, да, что наиболее эффективно, что подойдет нам в нашей ситуации, то, что понятно, что изолироваться и закрыть границу уже никакого смысла не имеет, потому что и все прошло еще раньше, до того, как открыли границу. И вот разный круг экспертов, да, то есть мы посмотрели, что может сработать в нашей ситуации. Да, вот те меры, которые позволят уже не остановить ситуацию, да, потому что она уже в разгаре у нас, но хотя бы снизить негативные итоги, да, то есть вот негативные возможные какие-то аспекты, в том числе, например, количество заболевших, да, потому что понятно, что Гудаутский госпиталь имеет свое определенное лимит емкости, да, и в том числе по персоналу, который уже не справляется, да, и обращаются с помощью, что необходимы люди, да, дополнительный медперсонал для того, чтобы справляться с ситуацией. И как бы мы общались с врачами, да, в том числе из России врачи, да, там, из Казахстана врачи, и посмотрели, что можно сделать, да, в нашей ситуации, что вполне реально сделать, да, для того, чтобы эту ситуацию остановить, да, вот этот пожар, который уже у нас разгорается довольно сильно, чтобы остановить с наименьшим ущербом для населения, да, чтобы с наименьшими потерями для населения и с наименьшими потерями, мы понимаем, для экономики. Петиция была принята, если я не ошибаюсь, 7 сентября. За это время, да, за этот срок, был ли какой-то отклик на вашу петицию со стороны тех органов, к которым вы обращаетесь? Ну, мы знаем, что вот, как бы были какие-то публичные выступления, что и как бы по неофициальным каналам до нас доходит, что какие-то рекомендации, они вполне адекватны и будут рассмотрены. Мы надеемся, что будут приняты. Потому что для нас это для всех важно, для общества в целом, да, то есть поскольку общество, то есть и государство это в принципе одно целое, да, то есть и мы видим свою задачу как помощь, да, гражданского общества, как помощь государству, если где-то государство не справляется, то есть мы стараемся тоже каким-то образом сделать так, чтобы вся эта ситуация разрешилась с наименьшими потерями для всех нас. Под петицией идет сбор подписей, он идет до сих пор. Много ли человек вас поддержало? Ну, по разным источникам, там порядка 300 человек, потому что в разных местах опубликовано, то есть, ну, это достаточно много, но, конечно, есть люди, которые не вполне понимают, да, то есть для чего это было сделано. Да. Некоторые думают, что мы требуем закрытия границы, да, хотя там об этом ничего вообще не говорится, и мы понимаем, что это нереальная ситуация. Но и достаточно большое количество поддерживает, потому что, как я уже сказала, идет рост, да, то есть чем ближе человек сталкивается с этой ситуацией, тем лучше он понимает, да, то есть те люди, которые отрицали вообще
Да, то есть я знаю несколько человек, которые заболели сами, то есть вместе с детьми. И они уже не отрицают, что заболевание существует, да, то есть и понимают на себе уже эту серьезность. И некоторые люди просто сомневаются, как это возможно реализовать. Но мы считаем, что при наличии государственной воли, да, то есть, конечно, это обязанность государства. То есть следить за соблюдениями. Общественность может предложить какие-то рекомендации, но за соблюдением следить уже, конечно, должно государство. Будут ли предлагаться еще какие-то идеи, еще какие-то меры, возможно, более интенсивно, чтобы все это быстрее проходило? Что-то есть ли такие планы, есть ли такие мысли? Это возможно при наличии диалога, да, то есть когда прямой диалог, то есть если ты видишь отклик, да, то есть тому, что ты готовишь, и видишь отклик, ты же не хочешь кричать в пустоту. То есть если вот из этих рекомендаций, вот вы спрашивали, был ли какой-то отклик, если мы увидим, что есть отклик, то есть мы всегда готовы, открыты, да, то есть приложить свои силы, да, и свои знания, умения, найти каких-то дополнительных экспертов, да, потому что все эти люди работают волонтерами, даже врачи у нас есть, которые консультируют больных, да, то есть когда люди в растерянности, не знают, что им делать, куда обращаться, они все это делают как волонтеры, и мы всегда готовы помочь, да, то есть всегда все, что как бы можно сделать хорошего, да, то, что можно предложить, мы готовы это сделать. Благодарю. Спасибо. Спасибо. По информации пресс-секретаря президента Абхазии Марианы Квицыня, Аслан Бжаня ознакомился с петицией представителей общественности. Как отмечается в сообщении, эпидемиологическая ситуация находится на постоянном мониторинге и в ежедневной повестке дня администрации президента. Динамика распространения инфекции анализируется. Решение о возможном вводе отдельных ограничительных мер будет приниматься на основе рекомендаций оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По словам пресс-секретаря президента, глава государства провел аппаратное совещание, где обсуждался и данный вопрос. Аслан Бжаня дал ряд поручений руководству администрации. На этой неделе в Абхазию с рабочим визитом прибыла делегация Минздрава Российской Федерации. Утром 8 сентября в Минздраве Абхазии состоялась рабочая встреча с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия. Целью приезда российских коллег было согласование и утверждение перечня оборудования и инвентаря, необходимого для работы Центральной районной больницы Тхварчала, реконструкция которой проходит в рамках инвестиционной программы. После встречи делегация выехала в Тхварчал, чтобы на месте осмотреть больницу, пообщаться с персоналом и строителями, увидеть ход ремонтных работ. Объект должен быть сдан в декабре текущего года. Больница рассчитана не только на жителей Тхварчала и Тхварчальского района, но и на два соседних района – Галский и Ачимчирский. Это многопрофильная районная больница второго уровня. Здание больницы состоит из 3 корпусов. В медицинском учреждении, рассчитанном на 80 койко-мест, предусмотрены родильное, хирургическое, терапевтическое и детское отделение, а также поликлиника, которая будет отвечать за амбулаторно-поликлиническую службу. Ситуации с налоговыми поступлениями за 8 месяцев текущего года посвящалась встрече премьер-министра Александра Анткваба с исполняющим обязанности министра по налогам и сборам Мирабом Логуа 8 сентября. Речь шла о налоговых отчислениях в разных районах и о том, как отразится курортный сезон на показателях будущих месяцев. План собираемости налогов за 8 месяцев этого года выполнен на 81%. Как расценивать этот показатель? Какова ситуация с налоговыми платежами в разных районах Абхазии, а также о чем говорят цифры налоговых сборов в крупнейших туристических регионах республики? Нам рассказал начальник управления юридических лиц Министерства Республики Абхазия по налогам и сборам Артур Саманба. Артур Гарикович, расскажите, пожалуйста, какова картина с собираемостью налогов в данное время с учетом того, что не так давно были сняты ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса? Чтобы вы могли сказать, как вы оцениваете ситуацию со сбором налогов в республике? Ситуация, конечно, была сложная, мы все об этом прекрасно знаем, но на сегодняшний день за 8 месяцев 2020 года выполнение бюджета составляет 81%. По отношению с предыдущим годом, 2019, эта цифра составляет 86%, то есть динамика еще больше.
В целом, мне кажется, эта цифра довольно-таки неплохая, с учетом того, с чем мы столкнулись и что происходило в целом в мире. Вы считаете, что 86% это вот та динамика, тот, скажем так, темп, который догоняет, скажем, прошлый год, да? Да, то есть заложено было Да. в бюджете больше по сравнению с предыдущим годом. И эта цифра, та разница, которая составляет это. Ну, могли бы вы дать небольшую раскладку по регионам нашей республики? Может быть, могли бы сделать акценты на какие-то предприятия, которые лучше всего себя показали в этом плане, в плане как налогоплательщики? Что об этом можно сказать? Пандемия коснулась все, безусловно, организации. Так прям говорить, что у кого-то дела лучше, у кого-то дела хуже, это очень сложно. Могу в целом сказать по республике, какое у нас выполнение по сухому за 8 месяцев, опять-таки же, по 1 сентября 2020 года. 89% выполнения бюджета, по Гагре у нас 46% выполнения бюджета, но Гагра у нас связана с тем, что курортный сезон у нас открылся, граница была открыта только с 1 августа, и приход отдыхающих, который осуществится в августе месяце, он поступит только к нам в сентябре. То есть мы сейчас в сентябре получим расчеты по налогам, и, соответственно, будет оплата. Отдыхающие, то, что заехали в августе у нас, мы получим результат по этим отдыхающим только в сентябре. Ну, вот эти рейды, которые делают налоговые, они дают какое-то представление о том, какие, возможно, будут поступления вот за сентябрь, да, за конец туристического сезона, и можете ли вы как-то прогнозировать эту цифру? Конечно, эти рейды, эти мероприятия, проверки, они в первую очередь направлены для того, чтобы и обладать этой информацией, оперативной информацией. И в целом, по нашим данным, мы выполним те показатели августа, которые заложены нашим бюджетом. Но только они поступят, естественно, в сентябре. То есть, пока планы очень даже хорошие. Что касается других районов, например, того же Ачимчирского, вы немножко затронули Гудауту, тем не менее, может быть, какие-то подробности мы могли бы узнать и о других районах? Да, конечно, и Гудаута на сегодняшний день выполняет свои показатели на 73%. Сухумский район у нас 106% выполнения, Гулрыбш тоже 106% выполнения, Ачимчира 100% выполнения. То есть это цифры за 8 месяцев, я имею в виду. Конечно, там они поменяются по истечению еще года, но тем не менее это довольно-таки хорошие показатели. Карчал 86%, Гал 76%. То есть вот картина в целом вот такая на сегодняшний день. Что касается городов, Гагра, Пицунда, Новый Афон, идет какая-то отдельная раскладка исчисления вот в налоговой службе по этим городам, или все-таки как-то вот это в общей картине района? Ну, вы понимаете, бюджет формируется с условием курортного сезона. То есть те показатели, которые закладываются, они с увеличением происходят именно в курортный сезон. Поэтому, соответственно, растут планы и необходимо собрать эти налоги. А учитывая то, что мы просели за счет того, что граница была закрыта и курортного сезона не было, то мы только сейчас пытаемся наверстать то, что мы уже упустили. Повторюсь, вот по той информации, которой мы обладаем, мы же постоянно пытаемся держать все у себя на заметке, скажем так, и созваниваемся с каждым районом, пытаясь разобраться и обладать той оперативной ситуацией, которая там происходит. В целом они говорят, как они говорят, они же общаются с налогоплательщиками постоянно, регулярно. Мы выполним те показатели, вот августа показатели, которые вот, самые такие, но они пройдут, еще раз говорю, в сентябре. Если, допустим, не говорить только о туристическом сезоне, а говорить о периоде до конца года, да, еще неизвестно, что будет с коронавирусом,
и какими темпами он здесь будет распространяться, и как это затронут наш бизнес, наши предприятия, вообще сферу обслуживания, все сферы жизни. Вот что вы думаете, вот если при таком развитии сценария, какие-то есть у вас по этому поводу мысли, планы? Очень сложно что-то прогнозировать вообще. Мы буквально, прогнозы у нас очень короткие, не более месяца, потому что действительно мы не знаем, что может произойти буквально завтра или послезавтра, потому что все может поменяться в корне. На сегодняшний день, если все будет идти так, как идет, своим чередом, да, то есть основания предполагать, что, конечно, где-то что-то будет, где-то что-то просядет, но в целом это будет достаточно неплохой показатель, на мой взгляд. Я не знаю дальше, как будет развиваться ситуация и события в нашей стране, но пока прогнозы очень оптимистичные. Вы назвали процентом отношений показатели по собираемости налогов в каждом районе. Если суммировать все это и как бы перевести в финансовые средства, в деньги, то о какой сумме идет речь? Сумма у нас на сегодняшний день составляет по факту 1 341 000 000. Мы собрали за 8 месяцев. Мы говорили ранее о том, что все основные данные и все основные поступления пойдут только после 15 числа. Хотя, еще раз говорю, мы пытаемся людей, как бы сказать, чтобы они раньше, чтобы они не ждали этого своего возможного времени для оплаты, чтобы не распространялись никакие пени и так далее, и так далее. Но вы понимаете, что всем тяжело, и каждый пытается минимизировать свои потери, скажем так, и ту возможность продлить взнос в бюджет, они как-то оставляют себе такую возможность. Есть свои выплаты, есть свои какие-то моменты. Очень сложно людям, мы тоже это прекрасно понимаем. Но в то же время мы пытаемся, как бы сказать, направить их так, чтобы они не ждали того периода, того момента, когда нужно оплатить свои налоговые обязательства. Если, допустим, предприятие или район испытывает затруднения, сложности, каким-то образом вы реструктурируете ли эти долги, каким-то образом пытаетесь пойти им навстречу, учитывая, что, как вы сказали, действительно не самое простое сейчас время? Да, мы это делаем, хотя, конечно, это все очень индивидуально, потому что официально закон нам такие возможности такой возможности не позволяет. Но, естественно, мы пытаемся соразмерить те потери, которые есть у каждого налогоплательщика, и каким-то образом пойти им навстречу. То есть мы как-то пытаемся расчертить какой-то график оплаты их долга, пытаемся как-то максимально войти в положение налогоплательщика с нашей стороны, скажем так. Было бы у нас больше возможностей для этого, мы, конечно, бы сделали, но мы же понимаем, что те платежи, которые к нам поступают, это и наша зарплата, и ваши зарплаты, поэтому нам и бюджет нужно собрать, мы не можем сказать, никто не платите ничего, но пытаемся как-то это все держать в балансе и собирать поступления, те, которые положены, предусмотрены нашим планом. Благодарю за интервью. Спасибо. Теперь о других заметных событиях этой недели. 25 лет назад трагически оборвалась жизнь государственного и общественного деятеля Абхазии, ученого с мировым именем Юрия Николаевича Воронова. В ночь с 11 на 12 сентября 1995 года у порога своей квартиры он был убит выстрелами из автомата. Почтить память Юрия Воронова и возложить цветы к его могиле 11 сентября пришли вице-президент Бадра Гунбач, члены правительства, представители общественности, родные, друзья и коллеги ученого.
В Национальной библиотеке имени Папаскир состоялась презентация книги журналиста Владимира Хашба «Артем Амкваб. Жизнь и творчество». Мероприятие организовал Союз журналистов Абхазии. В книге отражены основные этапы жизни и творчества Амкваба, патриарха абхазского радио. Собраны воспоминания коллег и соратников о нем, материалы о жизни и творчестве. Было очень трудно, потому что в архивах очень мало осталось материалов. Эти материалы нужно было как-то обобщить. Я желаю и хочу, наши молодые коллеги знали об Артеме Аджировиче, знали о наших коллегах старших. Там не один Артем Аджирович, есть много таких, которых нужно знать обязательно, потому что это пригодится. Да потом уже молодое поколение придет время, когда им надо будет тоже кому-то передать свой этот опыт. Хобби как профессия. Впервые в Сухуми прошел фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел руками женщины с участием мастеров декоративно-прикладного искусства, народного творчества, ремесленниц, дизайнеров, художников и представительниц других творческих направлений. Организатор фестиваля – Торгово-промышленная палата Абхазии. Репортаж Алики Трапш. Парк «Свобода» превратился в площадку для мастеров рукоделия. И это неудивительно, ведь впервые здесь проходит фестиваль «Руками женщины». Более 50 мастериц из разных районов Абхазии представили широкой публике свои уникальные изделия ручной работы. У посетителей выставки буквально разбегались глаза от разнообразия представленных работ. Здесь изделия из дерева, керамики, шерстяные вещи, картины, женские аксессуары из стекла, бисера, яркие композиции из цветов и многое другое. Асида Ахуба на фестивале продемонстрировала свои эстетичные будуарные куклы. По специальности Асида экономист, но вот уже 4 года, как оставив работу, она вплотную занялась изготовлением авторских кукол. Теперь хобби стало ее профессией. Многие куклы Асида Ахуба живут в частных коллекциях по всему миру. Каждую работу леплю индивидуально, не использую никакие формы или шаблоны, поэтому, соответственно, работа получается в единственном экземпляре. Они у меня бывают разных коллекций. Коллекций было множество на самом деле. Вот последняя моя коллекция «Мечты у моря» – это какая-то очень маленькая часть, сегодня тут представлена. Опять-таки, к сожалению или к счастью, у меня нет дома ни одной работы, потому что они уже у коллекционеров. И даже сегодня я просто просила своих подруг, друзей, у которых живут они. И вот они прибежали, и у нас сегодня опять встреча с ними. Еще одна рукодельница, Наталья Ромуль, вот уже 5 лет занимается изготовлением дамских сумочек. На это занятие ее сподвигла подруга. Она сказала: Наташа, я хочу вот такое, ты можешь сделать? Я сказала: давай попробуем. Я сделала, ей понравилось, и как-то само по себе пошло. Непосредственно, чем я занимаюсь, я делаю сумочки ручной работы из ткани на фермуаре, пришивные, вот такого плана. В основном сумочки на выход, то есть такое более праздничное и вот такого плана. Но это все под заказ, то есть это надо выбирать ткани и так далее. Это достаточно увлекательный процесс, момент. Там девушки выбирают наряды, и им под этот наряд я делаю сумочку. Гостям фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел руками женщины была представлена возможность не только увидеть уникальные вещи, сделанные руками талантливых женщин, но и приобрести их. По словам организаторов праздника, цель фестиваля – популяризация народных художественных промыслов и ремесел, возможность представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами Абхазии, сохранить материальное, духовное и культурное наследие и привлечь внимание к истокам самобытности женщин, представительниц народов, проживающих в Абхазии, а также помочь женщинам стать более социально активными. Планируя и претворяя в жизнь данный проект, Торгово-промышленная палата прежде всего ставит цель – это поддержка женского предпринимательства. Это лучшие механизмы гендерного равноправия. В первую очередь это даст возможность для творческого развития. Это бизнес-площадка, которая предоставлена, это возможность наладить деловые и личные коммуникации с представителями власти, бизнеса, познакомиться, найти для себя новых друзей, поделиться опытом,
возможно, и раскрыть какие-то свои секреты вашего творческого мастерства. На фестивале, в котором принимают участие исключительно женщины, невозможно было не заметить столик, у которого стоял молодой человек и охотно рассказывал и показывал гостям изделия. Это Арутан Читанава. Он решил выставить декоративные изделия, сделанные его матерью, Лейлой Бичвая. В нелегкий период пандемии, когда все оставались дома, так называемый stay home, в этот период мама открыла для себя новое занятие, которое переросло в небольшое дело. Я просто решил создать бренд под названием Лейла в честь ее имени, и мы вот решили организовать вот такую вот студию в рамках дома. Здесь есть изделия, начиная от песка, известняка, цемента, кончая до керамики. Все зависит от модели. Гости и участники фестиваля «Руками женщины» отмечают, что данное мероприятие позволяет увидеть, как много увлеченных трудолюбивых женщин, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал. В планах у организаторов их объединения в единый профессиональный союз. Алика Трапш, Михаил Братухин для событий недели. 13 сентября в воскресенье состоятся повторные выборы в Народное собрание парламента Абхазии по Бзыбскому избирательному округу номер 10. В этом округе 5 избирательных участков. К голосованию все готово. В округе баллотируются 2 кандидата – Тимур Абисаломович Бея и Тамази Гаврилович Лейба. Повторные выборы по Бзыбскому избирательному округу номер 10 проводятся потому, что баллотировавшиеся ранее в парламент кандидаты не набрали необходимого числа голосов. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.